В управлении антимонопольной службы по Ингушетии подвели итоги деятельности за прошедший год. В отчетном периоде региональным УФАС было возбуждено и рассмотрено 65 дел о нарушении антимонопольного законодательства, что на порядок больше, чем в 2017 году. Так, в прошлом году за нарушение закона о защите конкуренции привлечено к ответственности 12 должностных лиц, 8 хозяйствующих субъектов и 7 должностных лиц органов власти. Наложены штрафные санкции на сумму больше 2 миллионов рублей. Управление вынесло 11 постановлений по статье «Нарушение закона о рекламе». Что касается включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков, то всего в управление поступило 5 таких жалоб от заказчиков в связи с тем, что поставщики либо уклонялись от подписания контракта, либо не соблюдали его условия. Общество одно выиграло аукцион на поставку продуктов питания в республиканскую больницу. Но после подписания контракта они как-то не захотели поставлять этот товар, начали какие-то там договоренности вести с лечебным учреждением. Вот, а здесь, получается, пострадавшие лица были наши больные, которые находятся, не получали там еду. Вот, и в результате ИРКБ написал нам обращение для включения этого хозсубъекта в реестр недобросовестных поставщиков. Мы данное юрлицо включили в реестр, и вот 2 года теперь он не имеет права вообще участвовать в закупках. То есть он больше участвовать не будет. Как бы мера наказания такая более жесткая для хозсубъектов, которые срывают госзаказ.